Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем знакомить вас с мастерами нашей области. Сегодня я хочу вас познакомить с двумя известными мастерицами, которые живут у нас в городе Усть-Каменогорске. Это Бобровская Раиса Анатольевна и Яванова Елена Дмитриевна. Раиса Анатольевна работает в колледже имени Нургалиева, преподает урок по декоративно-прикладному искусству. Раиса Анатольевна работает в разных техниках ремесленного искусства, но главным ее ремеслом является роспись по дереву. Как бы изготавливая, делая заказы мастерам, доски, различные шкатулки, игрушки, которые потом она расписывает. И вот я хочу, обратите внимание на нашу выставку. Это выставка, посвященная ремесленному искусству. И здесь непосредственно работы мастера Раисы Бобровской. Вот вы видите доски, расписанные в разных техниках создания, разной росписью. Роспись здесь и городецкая есть, и хохломская. Городецкая роспись, которой она сама расписывает и обучает своих студентов. Вот. Мы хотели бы поближе познакомить с ее работами, когда вы подойдете к нам на мастер-классы. У нас непосредственно будут мастер-классы, встречи с мастерами, и мы обязательно пригласим всех тех, кто захочет обучиться какому-либо ремеслу. А сейчас я хотела бы кратко рассказать о Раисе Анатольевне. Раиса Анатольевна работает и сотрудничает с музеем уже с давних-давних времен, и как бы всегда активно участвует в областных выставках декоративно-прикладного искусства и ежегодно представляет свои новые и новые работы. И следующая мастерица – это Яванова Елена Дмитриевна. Елена Дмитриевна закончила колледж имени Нургалиева, декоративно-прикладное искусство, и занимается ремеслом, участвует активно в наших выставках, ярмарках, проводит мастер-классы в городе мастеров и занимается самой различной техникой изготовления, так же, как и предыдущая мастерица. Работает она в разных, пишет роспись городецкую, хохломскую, алтайскую. Чем отличаются эти росписи? Если она занимается городецкой, здесь у нее как бы преобладание животных, птиц, бытовые сцены, где изображение фигурок, людей, животных, птиц. А следующая техника – это хохломская, которая она, конечно же, в первую очередь расписывает цветы в трех цветах. Это золотистые, черные и красные. В общем-то, в хохломской обычно пишут растительный узор. Следующая роспись – это алтайская роспись, где также преобладает цветочная роспись, и цвета такие, как красный, зеленый, голубой и многие другие. Также Елена владеет украинской росписью. Если кто-то захочет посмотреть ее работы, поучаствовать в мастер-классах, вы можете пройти в Левобережный парк и увидеть там избу, которую расписала именно Елена Яванова. Это украинскую хату в Левобережном комплексе. А также в городе мастеров она проводит мастер-классы, как я уже сказала, и с удовольствием научит вас не только расписывать, но и принять участие в других техниках исполнения какого-либо ремесленного изделия. Мы, сотрудники отдела народного и декоративно-прикладного искусства Восточно-Казахстанского музея-заповедника, выпустили вот такой сборник в мире
радужных ремесел. Это о мастерах декоративно-прикладного искусства Восточного Казахстана. Вот в этой книге, как я уже сказала, мастера из всех регионов нашей области. Здесь же и наши мастерицы Раиса Анатольевна Бобровская и Елена Дмитриевна Яванова. А здесь о них и рассказано, идет информация о самом мастере и, конечно же, фотографии, показаны фотографии работ наших мастеров. И сейчас я хочу вам показать несколько фотографий Раисы Анатольевны. Вот. Роспись по дереву. И работы Елены Явановой. Вот такие изделия расписывает Елена. Она расписывает по дереву, роспись делает, бересте, стеклу и на бумаге. В городе мастеров, когда проходят мастер-классы, она обучает детей, показывая роспись на бумаге.